В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 20 мая? Кузница чемпионов. Рамзан Кадыров принял участие в церемонии открытия универсального спортивного комплекса в Грозном. Какие направления секции доступны ребятам? Диалог о финансах и этике. Встреча стала шагом к гармоничному сочетанию духовных принципов и практики бизнеса. Видный исламский ученый в области экономики посетил Грозненское отделение Сбербанка. Какие вопросы обсуждались? Что нового для семей? Отделение Социального фонда России по субъекту уже заключило соглашение с рядом высших учебных заведений. Все о обновленных правилах использования средств материнского капитала расскажет Тулпалали Тайсумов. Начнем с важного. Рамзан Кадыров принял участие в торжественной церемонии открытия универсального спортивного комплекса. Современный центр станет важной базой для подготовки атлетов, предлагая возможности для обучения фехтованию и боксу и проведения соревнований самого высокого уровня. Благодаря открытию появилось также 50 новых рабочих мест. Репортаж Эльвиры Межидовой. Али Шапиев отныне сможет совершенствовать свое мастерство в искусстве бокса в универсальном спортивном комплексе бокса и фехтования, который распахнул свои двери сегодня в Грозном. Новый центр является уже 4-м масштабным спортивным объектом, открытым в этом году в регионе в рамках года города Грозного и района имени президента России Владимира Владимировича Путина. Комплекс дальнейшем ищут условия хилч трёх стояла казахи чемеgadуш делресу рамзану атачен что зал ядан комплексер спорт развития шо ночечва. По обыкновению на церемонии торжественного открытия присутствует глава региона, который является большим поклонником спорта и, в частности, бокса. Новый комплекс будет носить имя прославленного чеченского боксера Артура Бетербиева. Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров отметил, что центр поспособствует новому витку развития одного из популярных видов спорта в субъекте. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, в последние годы Чеченская Республика добилась значительного успеха в развитии физической культуры и спорта. Они достигнуты благодаря усилиям главы Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и успешной реализации федеральных программ. Сегодня мы делаем очередной важный шаг в выполнении стратегических задач, поставленных главой региона, развитие олимпийских видов спорта и создание условий для воспитания чемпионов. Мы с гордостью открываем универсальный спортивный комплекс, который станет центром подготовки по фехтованию и боксу, сразу двумя олимпийскими видами спорта, а также местом проведения тренировок, оздоровительных занятий и соревнований высокого уровня. Центр построен в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Это уже 4-й спортивный объект столицы региона, который мы открываем в рамках года города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина, и приуроченная к статусу Грозного культурной столицы России 2025. Я уверен, здесь будут закаляться характер и мастерство спортсменов, а молодежь получит возможность идти к вершинам в духе традиций, заложенных первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыров Далгазот Обалдольцин, который говорил: нам нужна думающая, образованная, здоровая духом и телом молодежь. Надеюсь, этот комплекс станет кузницей новых чемпионов. Далте объекты Эльвой Ахмат Сила Аллаху Акбар. В Чеченской Республике на сегодняшний день один из самых высоких уровней спортивной оснащенности среди регионов. Руководство субъекта делает все, чтобы привить спортивный образ жизни молодежи. Ну а победные результаты, которых, к слову, немало, это плоды ежедневной работы.
каждый добавил спортивный объект. إذا там будон, а нам нужно думаешь, образованный, молодежь, именно спортивно развитый. Свои условия создавать еще раз. Чемпион. Хлеби еще так изгнет. Меладон. Кина будор, ремонтка, язычка. Царь возможность слушать около хизавоч. Кина скрябешь, но авиагда говорит, задано ладно. Исходи, что да, я верю, Daradona, очень очень чемпион, 12 метров боксно, 12 дон, наших России представляет дон, кигинак, вольдон, дарат, формасы. После традиционной церемонии перерезания красной ленты Рамзан Кадыров осмотрел комплекс, который является уникальным в регионе. Он спроектирован для комфортных занятий и проведения соревнований сразу по 2 олимпийским направлениям – бокс и относительно нового вида спорта для республики – фехтование. Объект построен в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Общая площадь комплекса составляет около 6000 квадратных метров и вмещает 100 зрителей единовременно. Помимо всего, это еще и социально значимый проект. Благодаря введению в эксплуатацию комплекса появится 50 новых рабочих мест. Комплекс следующий спортивная деятельность содержателей. Зритель 350 посадочных. Зритель желание. Хауса мероприятия провести. Метро. Ага, метро площадку. Ага, лака гушега вип-зону. Oyuncu gözlegen trenovaçlı zalim sportçuları. Uydurmuş şeklinde embodimi. Osmama. İspanya'da. Комплекс, он битербио, Новость о том, что новый комплекс будет носить его имя, застала Артура Бетербиева за пределами нашей республики. Это стало для него большим сюрпризом. Со словами искренней благодарности и признательности прославленный боксер обратился к Рамзану Кадырову. Ассаламу алейкум. В данный момент я нахожусь далеко за пределами нашей республики, и до меня дошла новость, что сегодня открыли спорткомплекс Чеченской республики, и Рамзан Ахматович, мой дорогой брат, предложил называть его в честь меня. Для меня это очень неожиданно, и я не знаю, что сказать даже. Я очень рад. Рамзан Ахматович. Спасибо большое. Я даже не знаю, что сказать. Я счастлив. В Чеченской республике развитие физической культуры и спорта является одним из основных приоритетов социально-экономического развития. Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, спортивных организаций и общественных институтов на сегодняшний день в республике успешно реализуется это приоритетное направление. Эльвира Межидова, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская республика. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики Адам Кадыров провел смотр готовности личного состава ОМОН «Ахмат-Крепость». Это одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии. Бойцы проявили себя на самых ответственных участках специальной военной операции и неоднократно отмечены государственными наградами. В ходе визита Адам Рамзанович пообщался с личным составом, поблагодарил их за ответственное выполнение поставленных задач и пожелал успехов в служении Отечеству. В знак признательности за проявленную инициативу и активное содействие сотрудникам подразделения, а также за значительный вклад в становление и формирование Росгвардии, командир вручил Адаму Кадырову памятную медаль от ОМОН «Ахмат-Крепость». Также секретарь Совета безопасности Адам Кадыров провел рабочее совещание. Ключевым вопросом стало исполнение поручения главы республики и эффективная координация работы профильных органов. Было подчеркнуто, что все поставленные руководством задачи находятся под строгим контролем и должны быть реализованы точно в установленные сроки. Особое внимание уделили улучшению взаимодействия с региональными и федеральными структурами. По итогам совещания Адам Кадыров дал ряд поручений по усилению контроля за выполнением протокольных решений и повышением результативности межведомственного сотрудничества. Известный ученый в сфере фикха имущественных отношений Мухаммад Таки Усмани посетил офис исламского финансирования Сбербанка в Грозном. Клиентам доступны услуги, строго соответствующие стандартам шариата. Это ипотека Мурабаха, Сберкарта Адафа, текущий счет Амана. Репортаж Лимды Джамалдиновой.
Шейх Мухаммад Таки Усмани – один из наиболее уважаемых авторитетов в области исламского права, особенно в вопросах, связанных с экономикой и имущественными отношениями. Его вклад в развитие шариатской юриспруденции высоко оценен в мусульманском сообществе. В глобальном рейтинге The Muslims 500 шейх занимает 6-ю строчку. В ходе его визита представители Сбербанка рассказали об их работе по этому направлению. Рассрочка или же лизинг, или же какие-то другие конструкции. Больше всего, что у нас Сотрудники подробно ответили на все вопросы шейха, касающихся процедур, соблюдения шариатских норм и технической реализации продуктов. Внимание было уделено не только финансовым механизмам, но и практическим вопросам взаимодействия с клиентами. Приезд шейха к нам в офис – это высокая степень доверия. Мы очень рады принимать его, и мы гордимся, что мы являемся первым офисом исламского финансирования на Северном Кавказе, который посетил шейх. В знак признательности и уважения выдающемуся гостю был преподнесен традиционный кавказский подарок – национальный головной убор и украшенный кинжал, символизирующий гостеприимство и культурное богатство региона. Шейх Мухаммад Таки Усмани пожелал Сбербанку успеха в дальнейшей деятельности, подчеркнув важность развития исламского банкинга как инструмента, обеспечивающего справедливость и прозрачность. Я очень рад находиться сейчас среди вас, видеть все эти усилия, которые прилагаются в построении исламской системы. Мое наставление заключается в том, чтобы вы соблюдали в точности шариатский процесс финансирования, потому что именно это и отличает нас. Я вижу, что во всей России есть стремление к этому. Особый интерес у шейха вызвал информационный стенд, подготовленный в отделении банка. Экспозиция включала материалы, посвященные истории ислама. Он внимательно изучил представленные экспонаты, в том числе и раздел, посвященный фикху и практическому применению его норм в современной финансовой среде. Встреча завершилась на приятной ноте и памятным фото. Визит Мухаммада Таки Усмани в Сбербанк в Грозном стал важным этапом в развитии исламских экономических инициатив Чеченской Республики. Встреча стала шагом к гармоничному сочетанию духовных принципов и практики бизнеса. Имда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Будущие медики получили шанс найти работу еще до выпуска. В Чеченском базовом медицинском колледже состоялась ярмарка вакансий. Студенты смогли напрямую пообщаться с представителями государственных и частных клиник. Работодатели подробно рассказали о своей деятельности, представили актуальные вакансии и предложили студентам возможность пройти практику с перспективой дальнейшего трудоустройства. Мероприятие посетил министр образования и науки Хошбауди Дааев, подчеркнув его значимость. У нас ведется работа по направлениям, контролируется этот вопрос. Прошлогодний выпуск, допустим, у нас было трудоустроено именно по направлению 49%. Это значит, у нас было выпущено 629 выпускников, из них 229 человек устроились по направлению работать. Использовать материнский капитал для оплаты обучения ребенка стало проще. Теперь не нужно обращаться в социальный фонд. В рамках пилотного проекта по упрощению распоряжения средствами маткапитала достаточно заключить договор с вузом, и заявление будет подано напрямую в электронном виде. Все детали изменения узнавал Турпалали Тайсумов. С 25 апреля 2025 года в Чеченской Республике стартовал пилотный проект, направленный на упрощение процедуры распоряжения средствами материнского семейного капитала. Идея заключается во внедрении электронного взаимодействия между социальным фондом и вузами для повышения качества и скорости предоставления услуг. Заявителям приходилось обращаться в клиентские службы социального фонда с заявлением. Сейчас с внедрением этого пилотного проекта родителям не придется подходить в клиентские службы и подавать заявления. Инициатива реализуется отделением Социального фонда Российской Федерации по Чеченской Республике совместно с высшими учебными заведениями региона. В рамках задач по усилению социальной поддержки населения, поставленных президентом страны и руководством Чеченской Республики. К
Теперь родителям, желающим направить средства материнского капитала на оплату обучения своего ребенка, не нужно обращаться в территориальные органы. Достаточно заключить договор с учебным заведением, и заявление будет подано напрямую в электронном виде. Благодаря новому проекту мне не пришлось бегать по соцслужбам. Я подала заявление в учебном заведении. Это намного сэкономило мое время. Я очень благодарна руководству за такую услугу. Переход к дистанционному взаимодействию – важный шаг на пути к цифровой трансформации государственных услуг и улучшению качества их предоставления. На сегодняшний день отделение Социального фонда России по субъекту уже заключило соглашение с рядом высших учебных заведений. В ближайшее время проект продолжит расширяться, охватывая все больше мест и позволяя значительному количеству семей воспользоваться удобной услугой. Турпа Лалита Исумов и Джабраил Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. В Доме торжеств имени Дагуна Амаева ожила музыка победы. К 80-летию знаменательной победы симфонический оркестр имени Аднана Шахбулатова подарил зрителям концерт из самых трогательных произведений военных лет. Турпа Лалита Исумов о нотах патриотизма. Самые трогательные и воодушевляющие произведения военных лет. Концерт симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Башир Байгириев гордится, что может спеть историческую композицию для всех зрителей. Я очень рад, что смог стать частью этого прекрасного концерта, который приурочен к великой победе нашей великой страны. И я хочу вам сказать еще больше. Это моя самая первая песня, которую я исполнял во 2 классе. И мне сегодня выпал момент исполнить на сегодняшнем концерте эту песню. В программе звучит музыка из кинофильмов «В бой идут одни старики», «17 мгновений весны», «Битва за Севастополь» и другие. Советская классика в сочетании с российскими фильмами оставила бессмертную память о подвиге людей в борьбе с фашистскими захватчиками. Музыка на сцене погружает зрителей в те самые года. Для каждого присутствующего это были неподдельные эмоции. Некоторые испытывают новые ощущения, а для других приятные воспоминания, когда классика впервые вышла на экраны большого кино. Это, во-первых, ностальгия о детстве, о прошлом, о том, как мы жили, с нашими родителями, верили в будущее, в то, что будет все хорошо у нас, жили на какой-то позитивной ноте. Мне кажется, они больше приближены были к народу, к нашей жизни, более душевные. Солисты филармонии исполнили все номера с душой, чтобы зал насладился буквально каждым моментом. Все это заряжает настроением. Люди разных национальностей провели вечер в приятной атмосфере. Память о героях Великой Отечественной войны все еще живет. Никто не забыт. Ничто не забыто. Турпа Лалита Исумов, Ислам Нацуров и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.